Бензопила Чемпион 241. Вот, спилил целое бревно, целое дерево, не бревно, а целое дерево даже. Срубил сейчас сучья и до последней чурки спилил. Вот у меня ушло ровно заправка бензина. До сих пор еще вопросы идут насчет этой бензопилы Чемпион 241. Я сейчас смело могу всем рекомендовать. В походы бензопила вполне меня устраивает. В походах пилю, заготавливаю дрова. Вчера ехал и в воде пилил. Конечно, в воде цепление уже буксует, но когда бревно в воде, но все равно пилит. Если кому надо быстрая пила, мощная пила, тогда вам надо купить, конечно же, штиль и Husqvarna. Про другие пилы я не могу сказать ничего. А для бытовых работ, для походов, вот, пожалуйста, 241, именно 241. 137 можно тоже купить. Чемпион 137, он тоже хороший. Чуть-чуть разница может мощности, а так они один в один. Он легкий, бензопила он легкая. Шина 40 сантиметров, вот, пилит такие вот чурки, блин, диаметром 30 сантиметров, легко. Я взял ради экономии, как бы, денег 50 тысяч штиль или же 8 тысяч в Озоне Чемпион. И во-вторых, он легкий. Я не знаю. Мне нравится. Вы спрашиваете, я отвечаю. Сейчас я все это буду складывать в поленницу. Как все закончу, уже покажу результат работы. Вот так. Вот это мне уже на целый сезон хватит. И осенью, и весной. В принципе, эти дрова. Если никто не будет сжигать. Дождь прекратился. Может, разгуляется погода. Пускай тучи разгонит ветер. Крыша подсохнет. Может, вечером еще буду на крыше работать. На это у меня еще час времени уйдет. Поленницу там. Такие огромные чурки. Собирать все это. Кучу. Час точно еще уйдет. Вот. А без этого и этих бытовых дел, ну просто никак. Сейчас просто, знаете, вот. Во-первых, нету комаров, нету ничего. Я стараюсь осенью минимум пилить. Когда здесь на охоте уже я шум минимум делаю. Ну, колоть дрова это да, понятное дело. А чтобы вот пилить, минимум пилю по возможности. Все пильные работы вот сейчас весной делаю, все бытовые дела. А осенью уже чисто, чтобы охота. Пускай хоть какая охота, но это считается охотой. Хоть на рябчик, хоть на слона, без разницы. Да и так, если так прикинуть, звери уже не боятся вот это шума пилы и шум любой техники. Они могут там возле дороги, скажем, лежать 50 метров, и они не встанут, будут продолжать лежать еще. Их сейчас уже в наше время птиц и зверей уже никакой техникой не удивишь. Без разницы. Везде шум, гам. Круглогодично сейчас уже ездят. Летом на каракатах, на машинах, зимой на мотособаках и всяко разными снегоходами. Вот. Но все равно я люблю тишину. Осенью я люблю тишину. Не люблю лишний шум.
Вот. Поговорил, отдохнул и дальше работать. Я говорю, я вот сюда приезжаю и нисколечко не стараюсь просто вот лежать. А хотя сейчас я расслабился, блин, там лежал, я думал, засну сейчас. Надо выйти, что-то делать. Покупайте смело 241 пилу для быта, для походов. Это я вам рекомендую. Это не реклама, это я купил на деньги. Это мне не на рекламу никто не давал. С помощью подписчиков тоже. Как бы я видео делал, это на донаты я купил, которые на стримах мне вы, зрители, отправляете. Вот сейчас пользуюсь. Я же говорил, помощь канала. Вот, это уже, считай, помощь от вас каналу. Такие вот моменты покупаю на ваши донаты. Очень сильно сейчас вы помогаете насчет этого. То чисто для похода. Не было бы канала, конечно же, никаких донатов бы не было, и все тратил из своих бюджетов, это понятное дело. Но сейчас есть возможность, как бы я вам снимаю фильмы, а вы мне изредка, бывает, на стримах от сердца донаты отправляете, и я этими донатами трачу, чтобы вам снять новые распилки дров. Некоторых раздражает, конечно, вот эта распилка дров, но это повсегодичные бытовые дела. От этого не убежишь. Все придется делать. Без дров просто никак. Сейчас такое спокойствие, вот. Ну, ветер гудит, понятное дело. Но вот сейчас, вчера даже здесь вот ветер в низине там шатал деревья. А сейчас вот только верхушки деревьев шатаются. Шум, конечно, ветер издает, но в принципе сейчас намного, сейчас чуть-чуть даже, не чуть-чуть, а намного теплее стало. Вот сейчас я демисезонную уже снял, и просто вот тоненький пиджак здесь, который у меня висит. Может потеплеет, кто его знает. Посмотрим. Ладно, ребят, поболтал. Дальше работать. Так, куда бы сложить все это дело? Вот сюда, наверное, буду складывать. Потому что здесь самое возвышенное место. В прошлом году он там делал поленницу, в этом году здесь и сделаю. Без 5:02. 2 часа уже почти дня. Доедаю вчерашнюю уху. С хлебом съем. Чай попью. Вот такой обед. И снова уже надо думать, что сварить. Также, наверное, сварю суп. Пачковый, может, самый быстрый. Чтобы сегодня отужинать. И на завтра еще останется. Вот так вот. Короче. Такой обед у меня. Я бы не сказал, что ему плохо со мной. Плохо ему живется у Олега. Миска всегда полная, с кашей, с тушенкой. Лежи, отдыхай, полная свобода. Балдеет. Ветер, короче, поднимается очень жесткий, очень сильный. Даже низом ходит. Но и голубое небо появляется. Может разгонить все-таки. Но северный ветер вышел. С утра южный был.
А сейчас с севера идет. Короче, не понять эту погоду. Тулан, бездельник. Тулан, имей совесть. Тула, Тулан, Тулан. Сколько мух там летает. Тула. Так, показываю, ребят, что я делаю. Тут уже у меня жестянка. Начало есть. Первый ряд. Где-то в ряд уходит 10 штук. 10 штук. Опа. Вот как это все выглядит. Рубероид новый постелил. И уже начал закручивать этот листы. Так вот это все выглядит. Догадался шнур затянуть. Потому что начнешь там, ну я один раз даже и со шнуром у меня начало убегать. Пришлось открутить несколько листов и по-новому закрутить. Ну, в общем, пока все нормально, мне нравится. С запасом делаю. Тут где-то сантиметров 5 или сколько там. Я буду, как сказать, вот так будет. Видите, все уже. Загну сюда и отсюда закручу. Вот тут отсырели доски, смотрите. Но сейчас он будет, как сказать, под листом алюминиевым, ничего с ним не случится. Ну, где-то запас на сантиметров 8 идет лишнее, чтобы загнуть. Только вот не рассчитал, вот эти дырочки хотелось бы, чтобы с верхней стороны были, а у меня как-то наоборот получились. Но это уже ничего не исправить.
На сегодня, ребят, закончил работу на крыше. За пару часов, наверное, раза 3 погода менялась. Переодевался. Сперва было жарко. Потом вышел сильный ветер северный, оттуда все кидало. Вон жестянку улетели. Вот. Пришлось одевать бушлат, думаю, ну, остыл немножко там в летнем пиджаке. И переодел потом бушлат, в бушлате потом жарко стало, демисезонную куртку одел. И сейчас дождь начался и снова потеплело. Опять не жарко. Да, и время уже сейчас, наверное, 5 часов вечера. Мне надо еще приготовить ужин. Хватит на сегодня. 3 ряда прошел. 3 ряда. Всех разных цветов крыша. Это интересно. Как бы знаете, вот эта жестянка с одной стороны как фольга блестит, с другой стороны с рисунками матового цвета. И я вот матового цвета сверху ложу, а не вот эту, она вообще блестит. С рисунком у меня наверху будет. Вот. Ну, если завтра погода позволит, там хрен пойми, какая завтра будет погода. Если дождя не будет, буду продолжать работать. Ну и тут, в принципе, если разогнаться, то завтра, наверное, у нас все получится, все закончим. А если будет дождь, хрен пойми, что и дальше делать. Пока все так оставляю. Все. Шабаш на работать сегодня хватит. Такой вид с крыши. Вчерашняя работа. Вот этот угол я еще туда добавлю. Один шифер. Отсюда спущу. Вот здесь еще есть они. Вот. Как бы возле трубы оставил вчера. Думал, если ливневый дождь будет, там по трубе. Ну, на трубу все пойдет вода. Вот. Короче, вот так все выглядит. Как ни крути, в ближайшее время на амбаре тоже придется кровлю менять. Ребят, я новый рубероид больше стелить не стану. В прошлом году на баню постелил, вот надо посмотреть кровлю там. Думаю, тоже все износилось уже. Год не выдерживает, именно на улице год не выдерживает на солнце. Лучше что-то другое. Или вот эту газету будем стелить, или же хрен пойми, может старый шифер или еще. Но рубероид все. Я разочарован вот этими рубероидами. Может под шифером, под вот этими листами, под ондулином еще может еще он продержится, но не на солнце. Вот. Старый рубероид, вот сколько лет, и до сих пор он еще лежит и не пропускает воду. Вот качество делали раньше, а сейчас. Так, ладно. Надо спустить. Смотрите, сколько всего тут. Когда тлеет печка. Вон. Видите? Если все это загорит, разгорится там, беды не избежать. Надо время от времени чистить. Ух ты. Хрен пойми, это что получается. Так. Пузырьки. Смола и деготь. Все это. Короче, картина. Видите, надеюсь. Камера передает. Между прочим, горит он хорошо. Так, время 6 часов 40 минут, без 27 вечера. Готовлю ужин. У меня картошка уже закипела там в кастрюле.
суп сварю. Блядь. Открывашка есть, новая открывашка, но вообще не работает. Приходится вот так. Ножом открывать. Бытовые дела еще вокруг избы там. Я уже не стал ничего снимать. Вот такие консервы, мясо цыпленка и пачковый суп. Быстрый суп сварю. Вот. 8 минут съемка осталась, карта памяти. Надо поменять. Так что сейчас я быстренько сварю суп и уже еще включусь на минутку. Просто обожаю эти консервы. Калининградские. Обалдеть. Вкусный суп получается из него. Ладно, сейчас я готовить буду. Время 7 часов 12, 13 минут. Приготовил ужин. На ужин у меня будет суп. Вот такой наваристый вкусный суп. Вот. Сейчас буду ужинать. На улице потеплело плюс 12 градусов. Давайте выйдем. Давайте выйдем, посмотрим. Здесь у меня, как сказать, доски сохнут. Пускай до завтра будут они тут. Там доски и здесь. Ну, хочу вместо этой чурки поставить вот такую тумбу, сделаю небольшую, чтобы вот это на тумбе был этот тазик. И внутрь ставить вот это, как сказать, ведро. Вот. Такой, ну как получится. Вроде по высоте самое то будет. Как сейчас сделаем, покажу. Тулан что-то там начали готовить. Вон. На улице где-то проясняется, где-то наоборот тучи. А так шикарная погода. Кукушки слышно. А, Тулан. Кукушки, птицы поют. Небольшой дождик. Вообще обалдеть. Не знаю, звук природы слышно вам или нет. Птиц много. Ну и сегодняшнее видео буду заканчивать. Вот такой был день. Немножко поработал. Дрова заготовили. И на крыше немножко поработал. Здесь подложил вот такую плаху. Вот она. Завтра спилю или когда буду пилой работать, тут лишнее спилю. Все сгнило. Короче, пришлось подложить. Тулан, бездельник. Вот. Не дозвонился до жены. СМС отправил. Завтра у меня в планах, конечно же, буду продолжать крыть крышу. Опять дождь начинается. Может, с утра схожу, солонец сделаю. В планах еще солонец сделать. В прошлом году уже соль купил, надо использовать. Подойдут кто-то, какие-то звери или нет, там привез, оставлю в тайге. Вот. А в остальном давайте до завтра. Завтра день будет. Будем дальше снимать, показывать, работать. Кайфово, комаров нет вообще. Здорово. Прохладно. Ну, 12 градусов, но ощущение вот, потому что кругом еще снег. И не жарко. Самое то. Для работы самое то погода. Все, ребята, давайте. Я сейчас ужинаю и спать. Завтра встретимся. Пока-пока.
Кукушка где-то там кукует. Между прочим, сегодня вальшнепа видел 2 раза. Где-то вот тут, он там пролетел. По одному и тому же кругу. А я буду дальше слушать звук природы. Тулан! Чё там чешешься? Буду слушать звук природы, потому что очень жарко в доме. Мышки там. Дверь открытым будет. Чешется, блин. Тулан. Все, ребят, пока, до завтра. Я ужинать и спать.